Первая схватка – весовая категория 86 килограмм. На ковре чемпион мира по молодежи 2016 года Арсен Али Мусалалиев. Его соперник – чемпион Европы Даурен Курушуглиев. Оба борца – представители Республики Дагестан, друзья по жизни и соперники в спорте. Техника каждого борца отработана до автоматизма. Арсен Али точно знает, как уложить соперника и стать первым. Свое лидерство молодой человек демонстрирует с первых секунд схватки. Кстати, 2 слова добавляет Этот сложный вид спорта покоряется не каждому. В борьбе нужен тандем не только физической гибкости и воли, но и силы духа. Счет 1-1 техническим превосходством Арсен Али стремительно движется вперед. Поединок был, честно говоря, сложный. Я боролся с действующим чемпионом Европы Дауреном Куруглиевым. Очень хороший, перспективный борец. Он очень технический, физически, может, хороший. Как и друг тоже очень хороший, спокойный. На соседнем ковре свое мастерство против соперника из Московской области демонстрирует мастер спорта по вольной борьбе Адам Гагиев. Неожиданный подкат с переводом соперника в партер. Первые 2 балла зарабатывает Адам. Но стоило нашему земляку расслабиться, как оппонент сравнивает счет. Во втором периоде после наставления тренера Адам не оставляет ни одного шанса сопернику и вырывает себе еще 5 очков. Счет 7-2 в пользу Гагиева. Адам Гагиев, Республика Ингушетия. Цель самый высокий. Не знаю, как пройдет соревнование. На все воля Всевышнего. Посмотрим. А схватка пошла очень тяжело для меня. Первая схватка — это всегда тяжело бороться. Посмотрим. Схватки покажут, что и как. Среди зрителей нешуточное волнение за своих близких и друзей переживают товарищи и родственники. Поддерживать ребят в этот решающий для них день пришли все, кто их знает. В числе гостей чемпионата и именитые спортсмены. Схватки очень зрелищные, новые имена появляются, новые звезды. Это для них шанс заявить о себе. На новый цикл, да, через 4 года Олимпиада, и отсюда начинается все это. И даже для наших спортсменов, да, вот это шанс закрепиться в сборной, показать себя, отсюда надо начинать, я думаю. Да, здесь, конечно, олимпийские чемпионы мира, Европы, они, сборная России смело может выставить на мир 3 состава. Я думаю, они все могут призером быть. Поэтому любой спортсмен, который здесь покажет себя, да, независимо от этого, я думаю, он обязан на мире как минимум 3 попасть. А выиграть, я думаю, могут спокойно. Очень хорошая организация, зал тоже хороший, люди тоже гостеприимные. Зрелищные схватки, конечно, на 57, я вот смотрю, вот здесь идет 57 килограмм. Самые зрелищные схватки вот на сегодня на 57 килограмм. Не всем ребятам победа далась легко. Были и горечь поражения, и слезы отчаяния, и жаркие споры. Одним не хватало опыта, другим выносливости. Но это спорт, а в нем всегда должен быть и победитель, и побежденный. На этот раз ингушский спортсмен в схватке весовой категории 57 килограмм не смог выбиться в лидеры. Но участие в этих соревнованиях для начинающих уже личная победа. Удачи не улыбнулась и нашему земляку, выступающему в тяжелом весе. На ковре 2 тяжеловеса: Магомед Гаджи Нурасулов против Ахмеда Альбекхаджиева. Эта встреча стала одной из самых зрелищных и напряженных схваток второго дня. Пока спортсмен в красном уверенно идет к своей победе, тренер спокойно наблюдает со стороны. Хорошая подготовка дала свои результаты. Магомед Гаджи заканчивает схватку в свою пользу. Первая встреча, она всегда на любом уровне, на любых соревнованиях бывает довольно-таки тяжелая, сложная. Вот, я поэтому скажу, что соперник нормальный. Единственное, что моему ученику удалось, как говорится, завершить досрочно. Вот, но, наверное, все-таки зависит от уровня подготовки и так далее. Вот.
мой ученик чемпион Дагестана и чемпион Северокавказского округа. В принципе, вроде бы готов неплохо. Особое внимание за соблюдением правил, которые действуют на соревнованиях, следят судьи, которые еще вчера на открытии давали клятву судить честно. Соревнования проходят на высоком уровне, нарушений пока таких серьезных нет, но обычно как там ошибается чуть-чуть судьи, там, потом после консилиума просмотра видеозаписи и все решаются вопросы. Ну, организация, я вам скажу, на высшем уровне. Я бывал на многих чемпионатах России и на международных турнирах высокого ранга. Ну, такого серьезного организации я пока еще не видел. Равнение на олимпийцев. Неизменно вольники приносили множество наград в копилку страны на самых престижных соревнованиях. Возможно, среди этих ребят есть потенциальные чемпионы. Формат турнира направлен на то, чтобы помогать спортсменам проявить себя, приобрести необходимый опыт и выявить настоящих лидеров. Руслан Рогачев, Аслан Героев, Новости 24.